Начинаем второй блок нашей культурной программы. И сегодня мы разговариваем с нашей глубоко уважаемой Аизой Петровной Решетниковой. Аиза Петровна, вы на связи? Приглашаем к разговору, Аиза Петровна. Аиза Петровна. Аиза Петровна. Аиза Петровна Решетникова окончила Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, фортепианный факультет и ассистентуру, стажировку Московской консерватории. Когда она училась в Москве, в этой специальной музыкальной школе при консерватории имени Чайковского, отец Петр Михайлович Решетников ей писал: «Ты одна из немногих, кому посчастливилось учиться в Москве. Надо почерпнуть все из культуры великого города. В Европе были века просвещения. Ты должна стать просветителем своего народа». И да, действительно, Аиза Петровна выполнила заветы отца. А в то время ее окружали такие люди. Вот о них хотела бы попросить, чтобы вы рассказали нашим слушателям, видящим нас зрителям. Аиза Петровна, слышно нас? Слышно нас? Слышно, вот слышно, да. Большое. Ну, наконец-то. Вы знаете, да. Ну, спасибо, что устроили вот такой вот мне праздник. Я сначала сопротивлялась, конечно, но, видимо, я всего не сказала. Вот людям на вечере там было все очень быстро шло, все стремительно. Но вот действительно рассказать об этом, может быть, будет кому-то поучительно. И вообще интересно, даже сейчас, вот мне, вот оглядываясь назад, вот смотреть, видеть почерк папиных писем. И вот мы всего год переписывались. Вот он меня отправил, а на будущий год, вот через год его не стало. Но вот у нас был год переписки. А тогда письма так быстро доходили, между прочим. И вот, ой, они, конечно, все это так волнительно сейчас вспоминать. Вот вы прочитали вот этот вот отрывок из его письма, и я как послушная послушная дочь, я действительно очень много занималась. И у меня были такие подруги. У меня вот одноклассницы, все окружили меня, ну я же одна, они чувствуют, что я одна, снимаю комнату там где-то на Кировской, никто у меня там не был из них всех. Но вот семья моей учительницы, нашей учительницы по музыкальной литературе Марьяны Павловны Слесарь, 2С, Янушевская, у нее было две фамилии, Шлёссер, значит, польская фамилия, но по русской огласовке это слесарь, и иногда просто слесарь говорили без двух «с». Вот. И эта удивительная, добрая женщина, у нее было две дочери. Одна из них моя одноклассница Маша Слесарь, а вторая на год младше. Она училась на год младше в той же музыкальной школе. И вот я выросла в их семье. И вот какие замечательные люди. Я отъездила с ними в Ленинград, ну, на свои деньги, естественно. Значит, у меня и первый год меня спонсировал, конечно же, папа, а потом я стала получать пенсию за потерю кормильца, и, значит, и довольно такая хорошая пенсия была, 60 рублей в месяц. И действительно я могла себе позволить вот с ними вместе ездить всюду. Но какая это была семья! Это, знаете, вот старая московская интеллигенция. И вот у них был, у мамы была сестра, которая была, кстати, вот в лагерях на Колыме. И вот она иногда, когда приходила, то она, тетя Оля, Ольга Павловна, и она сидела на кухне, значит, и курила вот этот Беломор Кеннел, и смотрела на меня. Да, вот как ты, видимо, вспоминала вот все вот
сразу как-то ей напоминала, и она как-то уходила в себя. Очень интеллигентная, старая женщина. Вот, и у нее был сын, очень известный детский поэт Роман Сеф. До сих пор я вот у своего внука читаю в литературе его стихи. Вот открывает этот учебник, и там стихи Романа Сефа. Очень талантливый, потому что для детей писать, это, знаете, надо писать так же, как для взрослых, но лучше. И вот у него были удивительные подруги, знакомые, вот друзья, вот они, он приводил всех вот в эту комнату, они жили в одной комнате. Кухня была общая, и вот в одной коммунальной квартире там же жила еще московская барыня, хозяйка, бывшая всей этой квартиры огромной из 6 комнат. И вот они умудрялись вот их и принимать, и вот что-то готовить на этой маленькой кухонке, и, значит, и веселиться. И мы, когда с Таней, вот я оставалась ночевать у них, то мы с ней спали под роялем, вообще под огромным роялем концертным. И вот Маша играла на виолончели, это была такая семья. И вот друзья его, вот это вот Романа Сефа, это были такие, и среди них и мужчины были, и женщины были, но женщины были особые. Там была театровед Ирина Уварова, очень известная по, мне уже была известна по журналу «Театр». Я очень любила журнал «Театр», который папа выписывал. Сначала читал журнал он, это толстый журнал, он до сих пор выходит, и очень хорошего, что называется, качества. И вот, и я, в общем-то, значит, с такой хитростью его читала. Понимаете, это нужно было уметь удивлять педагогов своих по литературе. И вот я продолжала читать этот журнал и в Москве, причем ходила в юношеский зал Ленинской библиотеки. Вот, например, там вот очень хорошие рецензии были разные. Вот, например, возьмем «Грозу» Островского. Мы знаем только то, что нам учитель говорил, да? А в этом журнале всякие рецензии и о том театре, и об этом театре, и там везде разные кабанихи эти, и этот луч света, значит, Катерина-то тоже по-разному играла. И вот я научилась еще в Якутске здесь читать вот этот журнал и брать из него все лучшее, то, что касается осмысления главных героев произведений. Я так научилась и сама в будущем вот уже анализировать и как бы спектаклями. Я не училась на театроведов, что называется, но вот умею с тех пор вот сам жанр рецензии, вот как и хорошие отметить, и то, что показалось тебе недостаточно, так сказать. И вот эти дамы, уже взрослые люди, кстати, Уварова меня попросила как-то приобрести для нее унты в Якутске. Я написала маме, и она, вот это было позже уже, после смерти папы, когда мы воссоединились с мамой, и, значит, и мама шила ей унты, причем с такими, раньше вот наши кузнецы, они из монет серебряных, ну, из наших копеек, вот, да, этих серебряных, могли делать вот такие бляшки с дырочкой, чтобы можно было прикрепить к унтам. И вот мама сшила ей вот такие унты, причем не на такой подошве, нашей валеночной, а такой вот кожаной. И она ходила по всем театрам, очень красивая, гордая женщина, и все потом зашушукались за ее спиной, что у Ирины Уваровой унты якутские с серебром. То есть вот эти монеты она так очень, наверное, хорошо описывала мастера, и вот все это такая легендарная была. Легендарные унты ходили по Москве. И вот, значит, мы ездили с ними, и вот я помню Паолу Волкову. Вот она тогда была молодая, красивая, приходила вся в таких вот кольцах каких-то, само имя ее Паола. Я вот даже не знаю ее происхождения, просто уже сразу придумывала себе какие-то вот ее родословную красавица. Она позже
Вот есть же замечательный кинорежиссер Соловьев, Сергей Соловьев, да, вот. Да, И вот он рассказывал, вот у него есть такой цикл, он рассказывает о тех людях, тех, с которыми я, вот многоточие. И вот одна из героинь его передачи была Паола Волкова. Она, оказывается, преподавала именно в ВГИКе историю изобразительных искусств. Она тогда, конечно, была еще молодая. Она тогда еще была, сказать, студенткой, ученицей фактически, да, вот недавней или вот, вот. И, но в последние годы то, чего она достигла, это такой высокий уровень искусствоведения, что это психологии, вообще всех этих, всех искусств и наук, которые вокруг можно применить применительно к картинам, чтению картин. И вот такая женщина, я сидела, вернее, стояла там вот у картины какой-то, скажем, в Эрмитаже, мы вместе гуляли вот с нею, и она, и Роман Цеф специально звал ее, чтобы она вот читала лекции девочкам, Маше, значит, Тане, ну и я там рядом была. И вот мы обошли с нею все музеи Ленинграда, тогда Санкт-Петербурга. И, конечно же, бывали и в Москве на всех выставках. И вот этот изумительный совершенно искусствовед, сначала, конечно, я не зная ее, я просто шла в библиотеку юношескую, и там, например, я вот не понимала этих икон Рублева. Андрея Рублева. И пыталась там читать по этим книгам о той или иной иконе. И вот Троица Рублева. Значит, я выписываю, у меня даже где-то книжечка-то есть, вот такая записная книжка, вот я выписывала туда, что искусствоведы пишут об этой картине. Потом у меня были такие дни, вторник и пятница. Вот если смотреть в дневнике, то это два немецких, с одной стороны, между ними большая перемена 20 минут, тут 10 минут, тут 10, и точно такая же. Все музыканты учили немецкий. Это язык венских классиков, Бетховена, Баха, значит, да. А я, поскольку приехала в 7 класс, то я учила уже английский. Для нас, вот этих приезжих, так сказать, была особая группа, и, ну, очень плохо учили, конечно, через пень-колоду, очень нас было мало, и то приходит, сменялись эти учителя английского. И, в общем, вот были у меня такие две больших дырки, где невозможно было найти класса, потому что я занималась в школе. Я вставала вместе с гимном и ехала в школу к 7 часам, чтобы с 7 до 10 позаниматься в классе. А потом весь день ходила, делала уроки на подоконниках школьных и питалась в буфете. И вот так в поисках разных классов, чтобы позаниматься где-то. Вот так проходили мои дни. Я знала, конечно же, всех приезжих, которые точно так же ходили по классам, значит, ища классы. И это, значит, у соседей начался ремонт, извините. И вот эта Паола Волкова, конечно же, оказала на меня огромное влияние, огромное. Но огромное влияние на меня оказали и вот эти записи. Я шла в Третьяковку, смотрела вот, читала сначала то, что выписала из книжек там про Андрея Рублева, потом смотрела саму икону, смотрела, потом еще раз читала, и уже с чем-то не соглашалась. Вот у искусствоведов есть такой вот противный метод. Вот это голубое пятно, оно перекликается с этим голубым пятном, там треугольником или чем. В общем, это вот формализм этот мне вот так не нравился, потому что хотелось все о смысле вот этой троицы читать, о том, как эти странники пришли, значит, вот, извините, у нас тут ремонт. И я сейчас попрошу, конечно, попросить, чтобы не... Вот. И вот эти занятия в музеях мне очень многое дали. И
Извините сейчас, я все-таки попрошу их. Алина? Айза Петровна, потом вот брат вашей подруги Лена Артемовой тоже на вас большое влияние, наверное, оказал. Вот, ну и вот и эта увлеченность искусствоведением, вот картинами, я очень люблю наш Национальный художественный музей, хожу на все выставки, у меня есть любимые якутские художники, значит, и то, конечно же, Афанасий Николаевич Осипов, который даже вот написал мой портрет, который висит в музее теперь. Да, вот это было в Москве. И вот мы встретились как-то у его родственников. Он приезжал всегда на Калининский проспект в квартиру постпреда, значит, Тамота Диадоровича Сивцева. А это мои покровители. Вот у меня очень много было покровителей добрых. Я не могу не вспомнить сегодня Тамота Диадоровича, нашего постпреда, которому, видимо, отец и завещал вот помогать мне. И он что делал? Ко мне вдруг прибегала секретарша директора школы и говорила, чтобы я срочно шла в постпредство. И я с радостью мчалась, потому что я знала, для чего. Он мне оставлял свое удостоверение депутата Верховного Совета Якутской АССР. И я бежала с этим с утра, с первым поездом метро. Я бежала на улицу Чернышевского, там была особая касса для обладателей вот всяких таких вот льготных таких вот услуг. И покупала себе на весь месяц куда угодно. Это были 60-е годы, оттепели. Это Таганка началась. Значит, это все театры, которые современник для меня был открыт таким образом. Я покупала на все спектакли, и потом со мной ходили те счастливцы, которые вот, должен же быть второй человек. Я же покупала по 2, и все мои подруги. А потом появился, значит, и мой будущий муж, значит, Володя Осаковский. И вот мы ходили и потом и смотрели на все эти спектакли. И вот Тамот Диадорович, я, конечно, тут же возвращала, купив билеты, эту книжечку. Вот это удивительный совершенно. Давно я его не вспоминала, да. И семья такая замечательная. И вот так, они так любили друг друга, Тамот Диадорович и Надежда Семеновна. И что детей своих назвали Надюшей, вот в честь Надежды Семеновны, вот, и Тамотом. Вот у них мальчик Тамот Тамотович, а дочь Надежда Тамотовна вот здесь работает у нас в Якутске. И вот, мне везло с людьми. И вот Осипов останавливался всегда у Тамот Тамотовича. То есть Тамот Тамотович Надеждой Семеновной Сергеевной жил в Якутске, а там жили вот Тамот Тамотович и его жена Мария Сыромятникова, да, дочка того Сыромятникова, который вот мы очень дружили наши родители, и вот мы с ней тоже с детства были знакомы. Так что вот эта замечательная семья, вот я там отогревалась в Москве всегда у них, в их тепле семейном. И там останавливался Афанасий Николаевич Осипов. А он должен был постоянно писать портреты. Они все устали, вот так устали позировать ему. И когда я приехала на стажировку в Москву, уже будучи аспиранткой консерватории, то они меня, ой, Аиза, пожалуйста, портрет посиди день. Я с удовольствием, вот после того, как я с 7 утра до 10-11 позанимаюсь в консерватории, у меня там накануне аспирантского концерта в малом зале консерватории, я там, значит, и потом прибегала к ним обычно на завтрак. И вот мы после завтрака садились, и он рисовал мой портрет. Пианино у них не было, но он мне всучил в руки огромный фолиант. И вот этим самым он как бы предсказал мне мою будущую научную деятельность. Что буду я, вот удивительно совершенно. Вот
И, конечно же, я помню все сеансы, все разговоры, которые мы вели, маленькую Машу, которая здесь вот ползала около нас. Это удивительные совершенно люди. Вот и тетя Оля, вот мама Маши Сыромятниковой, значит, и ну, конечно же, она стала Сивцевой. А Маши такая судьба, она, знаете, она была главным врачом поликлиники на Арбате. И она одной из первых перешла на хозрасчет, но ее замучили этими проверками. В месяц по, сколько там она говорила, по 6. Одна комиссия уходит, все пытаются разобраться в этих, значит, в этих гонорарах, так сказать, да, и она надоела ей, и она перешли они снова, ну, я не знаю, как дальше было, но во всяком случае она ушла оттуда. И вот Маша, это мой ангел-хранитель, которая всегда участвовала во всех моих операциях, там на глаз, там, да, и, значит, на все там было. И вот на сердце, значит, шунты эти ставили, когда... Ну, в общем, Маша моя, это мой ангел-хранитель. И, А значит, это вот в этой обстановке, да. Вот я просто перешла на семьи московские, которые меня, так сказать, ну, воспитали. да. Еще там И, Лена Аджемова, ваша подруга. да, вот это вот профессорские Да. дочери, вот эти все. Но, кстати, с Машей Слесарь и Марьяной Павловной, всем семейством, я была на Новый год мы проводили только в семье Александровых. И вот я-то его не знала, это было на Соколе, ехали на Сокол, там такие особняки стояли двухэтажные или даже трехэтажные, и мы там даже помогали по садами, они все были, вот такие большие приусадебные участки с деревьями, там, ну, то с чем, с теплицами. И весной мы обычно там работали. Ну, такой субботник, родственник, всех собирали они, и я там тоже участвовала. И Новый год. Но это... И вот однажды я уже здесь, в Иркутске, сижу на конференции комсомольской рядом с Володей Ларионовым, с Владимиром Петровичем Ларионовым, да, вот основателем Института космофизики. Нет, физтех проблем Севера. И вот, значит, мы сидим с ними, а я пишу, что там делать на собрании, на конференции этой, да? Я надписываю новогодние открытки всем. И дошла вот до Александровых. И говорю, значит, спрашиваю Володю, Володя, ты, наверное, знаешь такого физика Александрова Анатолия Петровича. У него такая голова вообще, у него действительно была голова, как яйцо, высокая. Странный череп был у дяди То, я говорю. Мы его называли дядя То. А Владимир Петрович говорит, да, давно ты не читала газет, оказывается, из-за... Ведь твой дядя Том уже давно, уже несколько месяцев, как президент Академии наук СССР. Вот он был директором Курчатовского института, значит, все. И вот на этих новогодних праздниках были такие концерты, каждый. Ну, и мы все, конечно, должны были какие-то, ну, какие-то новогодние представления участвовать мы с чем-то. Сами Александровы, значит, они представили, я вот помню прекрасно, фильм, любительский фильм. Вот Маня, значит, наша Манька в белых штанах, значит, она засыпает в саду и просыпается в сомбреро где-то там. Они ездили обычно вот на своих, на лодках, совершали, вот ученые так отдыхают. В полной тишине, безлюдье, чтобы не видеть никого, вот их ум отдыхает от всего. И вот она раздвигает кусты какие-то и проходит, и видит там индейскую семью. Дядя То сидит, значит, ну, в плавках такой загорелый, и с куриным пером, вот так у него прикреплено куриное перо, значит, индейское. Тетя Мака, значит, тоже там ходит в перьях и готовит что-то. И в это время ее хватают ее братья, ну, полуголые индейцы, значит, с этими перьями, и тащат ее на высокий утес.
Это все без слов, ну просто любительский фильм на 8-миллиметровой пленке. И там ее раскачивают за руки, за ноги, и потом выбрасывают. А снимают снизу. И, конечно, не раскачивали-то ее, и она страшно кричала, она говорит. А бросали они, конечно, чучело в ее одежде, и вот это чучело летело так в кадре и падало в реку. И вот поэтому я так была потрясена. И первое, когда я вышла замуж, и мы вот, я рассказывала Володе о том, что надо делать вот свои фильмы, и вот мы, первая наша покупка, мы купили кинокамеру любительскую, вот 8-миллиметровую, и стали снимать, между прочим, любительский детектив у нас был. Вот я там, мы даже ездили в аэропорт и снимали вот эти самолеты. Нас выгнали даже оттуда. Спасибо, не засветили пленку. Ну, мы же на китайцев похожи, в принципе. И вот. И потом из такси там погоню снимали. Это что-то... Прекрасный период. А потом, когда ездили к нашим друзьям в Литву, то они сами из кинематографии. Да, вот две пианистки, мои вот подруги, и одна была замужем за оператором, кинооператором, и у них все друзья были киношники. И вот даже вот тот знаменитый режиссер их с женой приходили, который, это сладкое слово «свобода», Сандецкий скажет, да, его, нет, Сандецкий это дирижер Сандецкий, был этот вот, запамятовала, извините, вот эту фамилию сложную режиссера, который это сладкое слово «свобода». И вот они были, и мы устроили международный кинофестиваль. Но это вообще отдельно, не надо, это просто как-нибудь нам нужно в музее собраться, и я расскажу все это. И вот, значит, все эти фильмы, мы детектив сняли там, а потом стали просто уже снимать, так сказать, документалку детей, там, маму с романом и так далее. Вот, и вот такие у меня были замечательные. И вот когда к Александровым, вот в эту академическую семью, впервые пришла Мария Яковлевна Жарницкая, она ведь, знаете, она исследователь северных танцев, а значит, их сын, да, вот, был женат на калмычке, вот, калмычке Эзи, они все смеялись, Эза, Аиза, значит, да, вот такие имена у нас были у двух азиаток. И мать ее была секретарем Игоря Моисеева, вот этого ансамбля Моисеева, секретарем. И вот Жарницкая пришла, естественно, к ней. И когда ее знакомили с семьей, и прозвучало слово Якутия, все почти в один голос: а вы знаете Аизочку из Якутии? Она потом удивлялась, как тесен мир. Вот она приехала, казалось бы, в Москву, попала в семью президента Академии наук СССР, и вдруг при слове Якутия, значит, мое имя прозвучало. И вот это просто... Это были сказочное совершенно время. Вот, понимаете, все театры доступны. Вот благодаря Тамотовичу, Тамот Дядоровичу. И вот все музеи вот окружали такие компетентные рядом люди, беседа с которым... То есть я действительно выбрала лучшее, что было в Москве, в Санкт-Петербурге. И так счастлива тому, что могла привести все эти знания в Якутию. У меня никогда не было даже мысли, мне все говорили, девчонки, ну куда ты поедешь к своим медведям? Я говорю, никаких медведей нет на улице. И вот, и приехала я, вернулась, ну где бы я стала вот тем, что здесь. Если бы я осталась в Москве, кем бы я была? Ну, преподавала бы в музыкальной школе. Ну, лучшее самое, попала бы в концертмейстер Большого театра. У меня действительно был дар какой-то концертмейстерский. Я вот могла вот так работать с вокалистом, чтобы вот все... Вот, я руководила вокалистами еще в консерватории. И все это было заметно очень. Да, вот. И Аиза вот Петровна, так было бы. вот как Да. раз вы Я вернулись вернулась в 1971 году в Якутск.
И в вернувшись, 71-м. вы начали сверхактивную такую сольную концертмейстерскую и вообще работу пропагандиста И музыки. сольную, сольную, Ага. да. И вами Я, проделано конечно, не... столько работы, просто удивительно. Это вот, Это счастье. да, вот с 71 по 89 год вами в эфир выпущены 200 радио, 150 телерадиопередач. А сколько статей было? Вот про эту деятельность расскажите, пожалуйста. Циклы Ну, я целые были у действительно. вас. Ага. Ну, конечно, вы знаете, мне так Вы... повезло в Якутске. Вот мы последний год с Галиной Михайловной Кривошапко встречались в Ленинграде. Она меня пригласила для того, чтобы мы записали с ней концертины Вишкарева для фортепиано с оркестром. И вот мы вместе ездили в поезде туда, обратно, вообще общались, да, вот репетировали, после этого общались, я ее провожала там для ее подруг в Москве. Потом, значит, и вот мы как-то вот сблизились на этой почве, и она приходила в консерваторию к моему педагогу Виктору Ивановичу Носову и интересовалась репертуаром моим. Очень была довольна тем, что я играю много концертов для фортепиано с оркестром. Представляете, у нее тогда уже были виды на меня. И это невероятное совершенно мне везение было в то, что в нашем телевидении и радио, да, был оркестр и был хор, солисты были, то есть свой музыкальный коллектив. И я вот на своем вечере тогда еще рассказывала и всех заставила вспомнить вот того воина, который расписался на Рейхстаге, значит, да, это наш Донской, который вот организовал и институт языка, институт проблем малочисленных народов. Он так занимался законотворчеством, вот, связанным с коренными народами. Вот, это как-то в чем-то мы были параллельно, но я-то с ним не общалась, в принципе. И вот, но он добился, его сделали директором-организатором якутского телевидения, да? Радио это было. Но вот он выстроил дом радио, дом телевидения, вот тот старый, да, вот где есть студия стоит наша маленькая. Вот теперь уже и большая появилась, там перестраивает все. И вот он, будучи организатором, добился того, что у нас появились вот музыкальные коллективы. А ведь такие оркестры и хоры на телевидении были только в союзных республиках. И вот он сумел убедить, что такие огромные просторы в республике, вот у нас нет филармонии, но если вот будут, у нас есть специалисты классные, все Московская консерватория. Вот Полина Розинская, Московская консерватория, пианистка, Феврония Алексеевна Да. Баишева, хормейстер из Московской консерватории, и Галина Михайловна Кривошапко, тоже дирижер из Московской консерватории. И вот только у нас в автономных республиках, потому что только союзным республикам разрешалось иметь такие коллективы. И вот он сумел добиться этого, что такие просторы, что вот благодаря телевидению, без филармонии, все это будет звучать на экранах наших вот, тружеников и села, и моря, так сказать, и всех наших просторов, промышленников. И вот, значит, вот такой был Донской. И, значит, и я приехала, эти консерваторки московские, да, вот наши, Полина Константиновна, вот жалко, конечно, что я у нее не училась, да, вот я, будучи здесь, я ее прекрасно знала. Она прибегала вместе с Настей Лыткиной и Ксенией Посельской к маме, когда я родилась. Когда я родилась, мама приехала домой, а жили они во дворе театра. Вот там до недавнего времени этот домик стоял. И вот одну из маленьких этих комнат, квартир, так называемых, вот занимала семья наша.
И вот Полина Константиновна мне рассказывала, как они собрались, что-то там купили, какую-то бумазею вот вместе, и пришли к маме смотреть на меня. Но я там лежала где-то в ванне, говорит, в ванне вся укутанная около печки. И вот потому что я была 8-месячная, и вот надо было меня дозреть, что называется, в тепле. И вот так они, 3 феи моих. Вот я просто вспоминаю про это каждый раз. Настя Лыткина, вот тетя Настя моя. И, значит, и Ксения Посельская, это она мне подарила подругу на всю жизнь. Вот Наташа была, вот, видимо, под влиянием своей мамы так привязана к семье вот Ирины Михайловны Максимовой, и ко мне, она всех моих детей, ну, главное, всех, 2 моих детей, она встречала, конечно, в роддоме, привозила домой, там пеленала первый раз и мыла первый раз вообще в ванночке. И вот такая потрясающая, совершенно уникальная подруга у меня, Наташа Позельская, теперь уже ушла в бессмертие, создав у нас в республике хореографическое училище. Это Да. такой подвиг, это отличие нашей советской культуры к Западу, который кичится перед нами. А у самих училищ-то нет у них хореографических. У них только вот эти звезды могут давать частные уроки. И вот когда мы смотрели вместе с внучкой Полины Константиновны, нет, не с внучкой, с ее невесткой Полины Константиновны, значит, и вторая девушка сидела, я забыла сейчас ее фамилию, но, может, вспомню, Тамара также фамилия, вот она эмигрировала в Израиль давным-давно, и вот второй раз приехала в Якутию, и вот мы сидели, смотрели «Лебединое озеро», и вот это «Лебединое озеро», во-первых, оркестр, вот очень трудная увертюра. Там во многих прекрасных театрах я всегда слышала какие-то киксы. Да, вот они киксовали духовые. Так вот настолько вот только вот начало самое, еще не разыгранные губы. Значит, и вот, а у нас все. Вот я когда слушаю наш симфонический оркестр и в театре, и в филармонии, я всегда рыдаю. У меня слезы льются, потому что, Петровна, да, на ваших вот сольных концертах и да, телеверсиях вообще выросло целое поколение, ну, ценителей ну, это да. классической музыки. Да, просто мы вас от всей души за это благодарим отдельно. Айза Да, ну вы Петровна, вот знаете, да. давайте продолжим разговор о музыке. Вот в 90-е годы якутское оперное искусство вышло на совершенно новый высокий уровень. И вы с народной артисткой России, нашей республики, Альбиной Борисовой Кыстиной выступали в штаб-квартире ООН даже. Ага, и вот артисты оперы Иван Степанов, Айталина Адамова стали обладателями престижных российских премий. Это было И вот, нечто такое, это кстати, был прорыв оперного искусства. И ведь в 90-е годы, в годы суверенитета, под руководством нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева о, велась целенаправленная культурная политика. И тут здесь и роль Валерия Шадрина, как первого якутского импреса, ну, продюсера, инициатора продюсером. проектов немаловажно. Расскажите, пожалуйста, про эти годы. Это действительно удивительно, как этот мальчик поступил сначала в Московскую консерваторию, потом, будучи студентом, в музыкальных музеях столицы проводил дни музыки Якутии. Ну, знаете, это трудно представить, потому что без всякого оргкомитета, без всякого, значит, ну, вот, надо было финансировать же все эти проезды туда и обратно. И вот этот поклонник вокала, он очень любил вокал и очень ценил наших солистов.
И вот он ходил все в музей Шаляпина. А в музее Шаляпина директором был тот человек, извините, я забыла, да, сейчас, тот человек, Соколов был. И, значит, он организовал тогда, был в периоде организации Шаляпинского конкурса, всесоюзного конкурса имени Шаляпина. И вот Валера, зная про этот конкурс буквально вот из первых рук, он заранее сообщил, значит, Ивану Степанову, и вот организовал его участие с Марком Марковичем Слепцовым, его постоянным концертмейстером. Вот они участвовали в этом первом конкурсе басов. Я просто удивляюсь, как вообще этот мальчик умел вот все это организовать. Он, видимо, в Москве еще встречал этих будущих спонсоров-то. Он впоследствии бывал, он без всяких комплексов подходил, значит, к каким-то руководителям, наверное, и промышленникам там нашим, и вообще вот, видимо, просил о том, чтобы подспонсировали то-то, то-то и то-то. Например, Марина Константиновна Попова, ее не брали иногда, да, вот когда выезжала вся вот такие дни литературы и искусства, там 57-й год она там была, но выступала там где-то на заводах, там, да, вот на предприятиях, не на высокой, значит, сцене. Правда, она вот пела Анна Лохтен-Платон в театре Станиславского все-таки. И вот в Нюргунбаторе в первом том показе легендарном. И вот он, значит, для Марины Константиновны, чтобы он ей организовал концерт в колонном зале Дома Союзов. То есть никогда республика не получала такого, значит, такой сцены. Вот если бы даже очень, ну, если надо было бы, вот, да, но в то время, значит, вот такой удивительный человек. Он мог зайти и вот так рассказать о том, что ждет публику в результате, что вот целые фестивали проводил именно якутского вокалистов в Москве. И когда он вернулся в Якутию и попросил, когда я уже создавала музей, то он мне говорит, я познакомился с семьей американцев, там он даже помогал ей, встретились они в музее Скрябина. И он слышит, что такая речь-то английская, и он хорошо говорил по-английски. Он окончил первый курс нашего иностранного языка, вот факультет. И он подошел к ним, познакомился, и вот Лариса, эта девочка, ей разрешили играть на рояле Скрябина. Это иммигранты второй волны после войны, они туда уехали. И вот, значит, родили там девочку, она училась, конечно, в лучших университетах. И вот, и то, что она играла на рояле, вот то есть обожествленного Скрябина, для них это было что-то. И они пригласили с собой к себе Шадрина, да, пригласили к себе, они жили, вот Нью-Йорк стоит, а тут рядом вот этот город, значит, небольшой, да, я помню, наверное, его название, очень, очень известный город, просто у меня уже действительно 75 лет, оказывается, вот, и Нью-Джерси, господи, это вот тот пригород, где в особняках живут респектабельных, вот, приличные люди, и, значит, он жил там, и он говорит, меня не выпускают, потому что у меня нет места работы. Ну, мы ему открыли, значит, общественный музей, мы только-только стали вот государственным, и у нас, конечно же, мы могли дать ему такое удостоверение, да, вот кто он есть, да. Он у нас числился научным сотрудником там и продюсером, да. И вот он уехал туда на год, по-моему, если не меньше, меньше, может, и потом вернулся. Он объездил всех русских иммигрантов, которые там жили, из семьи в семью его передавали. Потом, значит, он познакомился
побывал в Толстовском фонде, он побывал и в ООН. Как он туда попал, я не знаю. Ну, в общем, у него столько было знакомых, столько было вообще, вот когда вот мы ездили, мы из рук в руки, прямо нас эти люди, которые жили в разных городах, принимали, организовывали, то мы в какой-то церкви пели изумительным, акустикой такая была акустика, что просто невероятно. Вот звук туда улетал и не возвращался вообще. Вот, и вот этот Шадрин вернулся вот с таким прямо приглашениями выступить дважды он, и потом в Толстовском фонде. И, в общем, всю программу он принес, и мы поехали. В результате, вот я с Альбиной Борисовой, которая уже была, опять же, не без его помощи, значит, участвовала в международных конкурсах, и вот он умел как-то все это вот где-то узнать. Где-то. Это была такая информация, это конфиденциальная. Туда ездили только учащиеся избранных педагогов. Не все могли принять участие в международных конкурсах. И вот мы поехали туда, жили мы все по уилам, что называется, как мы приезжаем, когда в село, то нас разбирают по семьям. И вот мы жили у такой вот ну, театрального работника бывшего, значит, Марина. Вот она жила одна в 3 огромных комнатах. И вот поехали. Альбина Борисова со мной и Александр Алексеев, прекрасный тенор. Вот из Обнинского. Вот он и преподавал замечательно, Александр Алексеев. И он играл уже Шадриным. И вот, значит, боже мой, какая была поездка. Во-первых, сначала обязательные вот эти выступления. Один раз мы выступали, значит, в зале в ООН, значит, в начале поездки, а следующий концерт был уже в конце поездки. И на последнем концерте был Перельштейн, Герман Годович. Это вот та легендарная любовь Февронии Алексеевны Баишевой, о котором мы сейчас в музее, даже вот Мария Корнилова сделала фильм вместе с операторами и режиссером нашего ЯККИ, Якутского колледжа культуры и искусства. У них там есть вообще и вот... Это удивительно совершенно. Но я знала его, хорошо, что я его знала, и он знал моих родителей. Ну, конечно, я тогда была вообще малышом, вот, ну, мне постоянно Феврония Алексеевна рассказывала, показывала его фотографии, и вот это было невероятно. И вот он сидел, когда в зале, а потом его возили обычно таксисты пианистом, ну, определенного уровня, хотя учился частным образом, но очень хорошо. И вот он здесь, будучи концертмейстером хора нашего радио, он научился хормейстерству. И когда уехал после и разрешили вот этим спецпереселенцам, значит, возвращаться на родину, он окончил консерваторию как хоровой дирижер и организовал хор мальчиков Ажилюкас. Это, значит, молодые дубки. И фактически он, значит, у него в хоре пел первый президент Литвы, вот, да, Ландсбергис, музыковед. И вот он организовал вот это сопротивление песней. Все эти вот поля песни, думаете, просто так, что ли, были во всех республиках прибалтийских? Это они собирались в национальных костюмах, демонстрируя свою этничность и поддерживая ее. И вообще вот как-то, конечно же, все это можно их и... Ну, сегодняшнюю фобию антирусскую, антироссийскую фобию я просто не понимаю, потому что они оказались вообще неспособными понять вот то, что вложил Советский Союз в них, кто они были,
Это были сельские, ну, такие вот, да, страны-то, ну, даже не стран-то не было таких, они были вот из колонии в колонии ходили, то тут, то там, в Польше, значит. И вот они, конечно же, все хорошее забыто, все, что вложено в промышленность, конечно, это очень больно для меня, и нельзя ездить туда, и вообще все связи прервались, но так все было прекрасно вообще, когда вот мы дружили с моими подругами и Наша семьями. Аида Петровна, ага, Да. выступала в концертном зале Чайковского, малом зале Московской Давайте, консерватории, нет, да, малом Валя, зале Альбина Санкт-Петербургской Николаевна, филармонии. давайте я расскажу сейчас о Толстовском фонде. Вот мы были там, вот У вас, Альбина, Айза Саша, Петровна, Валера, и вот, значит, и я. И в нас вашей жизни, повели, Айза Петровна, было две встречи с августейшими особами, и в том вот, числе в Толстовском фонде состоялась да, встреча. да, да. Вот, И вот нас, расскажите, пожалуйста. вот, ой, не говори, это что-то невероятное. Это в лесу, в Нью-Йорке, прямо вот есть такой лес, вот где расположен вот этот Толстовский фонд, так называемый. Это отдельные коттеджи, где живут особы, особые особы, так прямо скажем. И также, конечно, есть лечебный корпус и так далее. Значит, все это. И вот нас привезли заранее, что и дали нам, и повели в коттедж, я сейчас прямо даже скажу-то мне, Веры Константиновны Романовой. Вот это дочь Константина Константиновича Романова, который отрекся от престола, да? Это, значит, дочь ее называли царь-девица, видимо, она очень высокого роста и такая вообще очень яркая личность, и только у нее был рояль. Ну, может, где-то еще в другом месте был рояль, ну, может, там были не настроенные, а тут был настроенный рояль у нее. И она уже была старой, за 86 там что-то, или даже больше. И она ходила на ходунках, вот такое приспособление, теперь и у нас появились здесь, да, в Да. домах престарелых, вот ходят в ходунках. И моя Улла Йоханссон тоже ходит в ходунках. Вот. И, значит, теперь уже, к сожалению. И вот, и она и мы начали петь для нее. И вот Александр Алексеев, у него в репертуаре был романс, написанный на стихи ее отца, вот Константина Константиновича Романова, и он обычно подписывал К.Р., да, вот свои произведения. «Растворил я окно». И вот Саша, ну, я играю, значит, там, «Растворил я окно, стало душно невмочь». Она вдруг, как душно? Нет, дайте сюда, вы ошиблись. Нет, ну, а мы-то всю жизнь в Советском Союзе пели «Душно не вмочь», да? И оказывается, она вот помнила, и потом действительно мы посмотрели какие-то издания дореволюционные, там написано было «Растворил я окно, стало грустно не вмочь». Да, вот грустно стало, поэтому он растворил окно, вот чтобы, ну, какие-то, может быть, энергию какую-то, вот с этой грусти как-то надо было, наверное, выходить из нее. Ну, мы, конечно, посмеялись, что в Советском Союзе можно растворить окно только тогда, когда человеку душно. Ну, в общем, и Саша стал петь, стало грустно не вмочь. Вот. Таким образом, значит, потом нас повели вот в тот зал, где должен был быть концерт. Ну, я еще раз говорю, я очень плохо вижу. Особенно в то время, вот у меня еще не было операции на этот глаз, который вот организовала мне э, Мария, моя Сыромятникова, и вот, и моя ангел-хранитель Ивцева. И вот, ну, Альбина все видела. Я потом ее спрашивала, что она видела. И привезли потом к самому началу концерта женщину, ну, в коляске.
и которая все время махала руками, и все время, когда услышала музыку, она вообще чуть ли не привстала со своей этой, не стала выходить из этой коляски, но ее удерживали. Оказывается, это была вот Списивцева, та великая Списивцева, которая, вот ее называли потом даже красной Жизелью, да, вот она так танцевала Жизель, что вот будучи в Советском Союзе еще какое-то время, значит, ее называли красной Жизелью. И вот она, вот я не видела, конечно, но потом, вот проходя мимо, я заметила женщину, которая все руками, и, конечно же, она продирижировала всем нашим концертам. И когда Альбина запела особенно вот сказки Венского леса, я думаю, что, наверное, все, я не думаю, я думаю, что очень многие посмотрели на великую Списивцеву, и Альбина в том числе, она видела это все. И вообще вот какая-то удивительная поездка во Айгуль всем. Петровна, Например, мы были первыми якутами, которые были в запасниках Американского музея естественной истории, АМИИ по-русски. А так, значит, это вот. И мы там видели все эти якутские коллекции. И мы с Валеркой, значит, сразу так посмотрели друг друга и сказали, здесь должны быть Зина и Володя Ивановы, Унаровы. И действительно, это все очень хорошо, значит, сбылось в будущем. Они все, Зина все стеснялась, ну как, что нам, значит, ну, песня запомнилась. И Айгуль Петровна, потом еще вам удалось да. сфотографироваться вместе с принцем Эдинбургским. Мы видели в А, одной книге фотографию, и да. там Ой, вы это стоите вообще удивительная рядом с история. супругом королевы английской. И как Да, это вы там оказались, это и как это случилось. Ну, произошло. конечно же, это был гость нашего Михаила Ефимовича. Вот он летел на своем самолете вокруг Арктики. И вот должен был по расписанию приземлиться в Тикси, чтобы встретиться с Михаилом Ефимовичем. Он принял его приглашение и явился уже к теплоходу, вот нашему теплоходу замечательному. Пригнали туда теплоход с пианино, чтобы выступили мы перед и вот таким вот лицом, первым лицом Великобритании. И, значит, когда ему подали чорон, кумысом, он, конечно, вежливый человек, отпил и вернул с поклоном, значит, да. И потом Михаил Ефимович сразу, человек прилетел из Англии, да, ну где он там останавливался в Москве, он тут же их своими музыкантами подчевал. Вот этот удивительный режиссер своих приемов Михаил Ефимович. Он знал, как их принимать. И вот даже я спросила однажды, а почему у нас этих фольклористов-то нет? Вот у нас Петя Агатоев, конечно, ездил, вот этот первый, кто нашел вот эти разные приемы звукоподражания птицам. Но он говорит, Михаил Ефимович мне ответил, что фольклор у каждого свой. И вот можно испустить, так сказать, вот, ну, вот уровень концерта, потому что язык-то непонятен, да, и вот будет скучать человек. И поэтому надо побеждать на их территории, сказал он. То есть он демонстрировал своих вокалистов, это столько в них вложен. И вот очень многие сидели, например, и слушая, вот когда они особенно вот когда после Ленских столбов вот гости приходили, а им тут же концерт, значит, да, и они садились, отдувались, значит, жара, и вот, значит, но когда, значит, он умел, он первый всегда выпускал Нину Чигиреву. Он видел, как меняются люди на глазах при звуках этого чудесного тембра, неповторимого тембра. Вот я вспоминаю, у меня прямо мурашки идут по голове. И вот Нина Чигирева, когда начинала петь, они все приходили в себя. Вот из таких разваленных, значит, людей, они садились прямо, они сидели так, как положено в оперном театре, и, конечно же, и тот концерт герцогом Эдинбургским, конечно же, начался с Нины Чигиревой.
Ну, а я там сидела всегда и играла. И, вообще-то, вот, ко мне отношение, ну, как, конечно, благодарили, все там ручки целовали, все. Но все-таки вот наши, особенно вот Михаил Ефимович, там все, они, конечно же, любовались голосами больше. И тут, значит, я играю Нине Чигиревой, арию Эболи, тут как оркестр, то-то-то-то-то-том-пом, то-то-то-то-то-том-пом. Вот и потом Нина вступает, и вот, а в конце там, значит, вот это все тремоло, и я буквально на руках встала, да, вот такое произведение. Это просто столько энергии там в нем, и должны все это мы передать. И вот я встаю и, ну вот, и кланяюсь, я посмотрела в зал. А вдруг вижу, что этот герцог хлопает мне, глядя в глаза, и глядя в глаза, я в очках все-таки была, видела его, и вот я поклонилась вот так, да, глядя в глаза, и почувствовала себя придворной, какой-то музыкантом придворным. И в дальнейшем, а я привыкла уже к тому, что к концертмейстерам относятся так, как, например, вот Образцово был концерт, да, вот образцовский обыкновенный концерт. И там был такой кукла-конферансье, да, вот был. И он всегда говорил, Извините, ну, пожалуйста, время за подходит роялем к то же концу. Наш самое. разговор продолжится в третьем блоке. Спасибо. Хорошо. Еще Спасибо, до продолжим наш свидания. разговор. Да. Но мы продолжим с этого места. Да, обязательно. Да.